Три раза в неделю в Доме культуры проходят зажигательные танцевальные тренировки по зумба-фитнесу. Программа сочетает в себе элементы сальсы, хип-хопа, танца живота и других латиноамериканских танцев. Проводит занятия тренер Светлана Газизова. Некоторые зумбы называют танцами все-таки, да? То есть здесь мы не разучиваем связки, мы просто получаем кайф от движений, танцуем, узнаем новые для себя движения, пробуем. Не ищем логики в движении абсолютно. Фишка в том, что это легко, просто доступно для всех. Зумба переводится как «жужжать» и «быстро двигаться». Это сравнительно молодое танцевальное движение, но за 15 лет направление сумело обрести своих поклонников в 180 странах мира. Появились поклонники необычной программы и в Аргейше. Это весело, это выплеск эмоций, и если работаешь где-то на сидячей скучной работе, здесь можно размяться просто. Молодых мам, которым скучно, которых вот отпускают мужья спокойно, и нет возможности куда-то в клуб сходить, потанцевать здесь, легко можно все это исправить, легко и быстро. Мне легко дается, но я смотрю на девочек, которые пришли вот недавно, говорят, что сложно, тяжело повторить, то есть, но тем не менее желание огромное заниматься есть. Энергичная тренировка помогает приобрести, а в дальнейшем и сохранить хорошую физическую форму. Ее цель – проработать все мышцы, дать хорошую кардионагрузку, при этом вы не чувствуете себя вымотанным, как в спортзале. Кроме аргаяшской команды из 12 человек, Светлана ведет зумбу в Ишалино. Подойдет такой вид спорта и детям, и пенсионерам. Приходила бабушка 60 лет. Она пришла ко мне со словами: я была на йоге, я не хочу, там скучно, там медленно, я хочу вот драйва. И она пришла, она успевала, да, пока ее дети не увезли к себе в город. У меня также есть сертификат Zumba Kids, я бы хотела с детьми вести, но я его недавно получила. И так как я как преподаватель, мне очень хочется с детьми начать работать. 26 октября пройдет благотворительная тренировка. Все собранные средства будут переданы маме Радмира Назырова, страдающего ДЦП. Наша редакция рассказывала о проблеме мальчика, которому необходима реабилитация. Занятия платные.